Лондон к тесному сотрудничеству с нами в целях объективного и всестороннего расследования этой трагедии. Кстати, в сегодняшнем номере вышеупомянутой газете опубликован мой ответ и на эти инсинуации. Упорно го повикуваме Лондон кон тесна соработка со нас, со целта да се одржи објективна и сестранна истрага на таа трагедија. Во денешното издание на гороспомнатиот вестник е објавен мој одговор на сите овие инсинуации. К сожалению, британские власти, вопреки всем нормам международного права, этики и просто здравого смысла, пока отказываются сотрудничать с Россией. Вместо этого ими раскручена масштабная политическая и медийная кампания по очернению, демонизации и формированию абсолютной презумпции вины России. За жал, британските власти спротивно на сите норми на меѓународното право, етиката и едноставно здрав разум, за сега одбиваат да соработуваат со Русија. Наместо тоа, они промовираат политичката и медийната кампања од голем размер за оцрнување, демонизација и формирање на абсолютна презумпција на вината на Русија. Идет сознательное и преднамерение нагнетания конфронтации, демонстрации силы у российских границ на основе шантажа, грубого политического давления и призывов к евроатлантической солидарности инспирирована безосновательная высылка российских дипломатов из целого ряда стран и представительств при международных организациях, объявлен комплекс различного рода санкционных мер. Се одвива намерно, осознано напумпање на конфронтацијата, демонстрација на силата кај руските граници, врз основа на уцена, брутален политички притисок и повици кон евроатлантска солидарност, инспирирано е неосновано протурување на руските дипломати од целата низа земји и представништва при меѓународните организации. Најавен е цел комплекс на различни мерки и санкции. С большим сожалением отмечаем, что некоторые государства, в том числе и власти Республики Македония, попали под влияние этих недружественных в отношении России шагов, призывов довериться Лондону и в ущерб интересам своей страны, нашим двусторонним отношениям, также приняли поспешные решения о высылке нашего дипломата. Со големо жалење забележуваме дека некои држави, меѓу кои и власти на Македонија, се подпаднаа под влијанието на овие непријателски во однос на Русија чекори, повиците да му веруваат на Лондон и на сметка на своите интереси, на сметка на интересите на своите држави, како и на интересите на билатералните односи, донеле избрзана одлука за протурување на нашиот дипломат. В то же время поведение британских властей вызывает очень много вопросов. Истовременно, однесувањето на британските власти поставува многу прашања. Население самой Великобритании держится в неведении относительно ключевых моментов этого объявленного, представляющего серьезную угрозу, инцидента. Неизвестно общее количество пострадавших, равно как и состояние здоровья и местонахождения упомянутых российских граждан, права которых нарушаются самым грубейшим и бесцеремонным образом.
населението на самата Велика Британија го држат во незнаење за клучните аспекти на тој случај кој беше прогласен за случај кој представува сериозна закана. Не е позната вкупната бројка на настрадани. Исто како и не е позната местоположба и здравствена состојба на гороспомнатите руски државјани, чии права се кршат на најбрутален и најнескрупулозен начин. Я хочу напомнить вам, что в официальном сообщении Министерства иностранных дел Республики Македония в связи с принятым решением о высылке одного российского дипломата было заявлено о том, что данное решение было принято после консультаций с союзниками и партнерами из ЕС и НАТО. Би сакал да ви подсетам дека во официјалното соопштение на македонското МНР беше тврдено дека одлуката за проторување на рускиот дипломат беше донесена во консултациите со партнери од ЕУ и НАТО. И в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Скрипаль и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции 1961 года. Я практически процитировал вам официальное заявление Министерства иностранных дел Республики Македония. И во знак на солидарноста со Велика Британија во врска со случајот Сергеј Скрипаль и согласно член 9 од Конвенцијата за дипломатски односи, Венската конвенција за дипломатски односи од 1961 година. Практично сега ви го цитирам сообщението на Министерството за навршни работи на Македонија. Я думаю, что для всех очевидно, что мы в данном случае имеем дело с политическим заказом, с задачей именно 26 марта обеспечить участие Республики Македония в коллективной акции стран, членов НАТО и Евросоюза для того, чтобы продемонстрировать солидарность с Великобританией по делу Солсбери. Мислам дека во овој случај станува збор за политичката наречка, за задача да се обезбеди учество на Македонија во колективната акција на сите земји членки на земјите членки на ЕУ и НАТО во знак на солидарноста во врска со случајот во Солсбери. Что касается уже затем последующего заявления, которое было сделано спустя некоторое время, то я хотел бы отметить, что македонская сторона не предоставила нам или не пожелала предоставить нам никаких доказательств или подтверждений, что высылаемый дипломат занимался на территории Республики Македония деятельностью, выходящей за рамки его дипломатического статуса и Венской конвенции. Што се однесува до изјавата која што беше дадена и до тврдењата кои што беа после, можам да ви кажам дека македонската страна не ни обезбеди или не сака да ни обезбеди докази и потврди дека дипломатот кој што се протерува се занимаваше со одредени дејности кои што излегуваат од рамките на дипломатскиот статус или Венската конвенција. Вы удовлетворены ответом? Дали ви отговаря отговорът? Последствия, которые могут последовать после высылки дипломата. Вторая часть. Ну, начну с того, что касается того, как мы все это воспринимаем. Начну с того, что
подобное решение македонских властей о высылке российского дипломата вызывает у нас чувство глубокого сожаления. Ќе почнемо тоа како ние го перцепираме тоа. Одлуката на македонските власти да го протерат рускиот дипломат предизвикува кај нас чувство на длабоко жалење. Данное решение носит необоснованный характер и является беспрецедентным за всю историю отношений между Россией и Македонией. Оваа одлука има неоснован карактер и фактички е без прецедан за целата историја на билатералните односи меѓу Русија и Македонија. Мы вполне допускаем, что в Скопье пошли на этот недружественный в отношении нашей страны шаг под влиянием извне, однако это обстоятельство никоим образом не снимает с македонских властей всю ответственность за негативные последствия этого решения для наших двусторонних отношений. Предпоставуваме дека во Скопје одлучија да го преземат овој непријателски во однос на нашата земја чекор под влијанието од надвор, но оваа околност на никој начин не ги ослободува македонските власти од целата одговорност за негативните последици од овој чекор за нашите билатерални односи. Мы отмечаем, что это очень поспешная и недальновидная антироссийская акция идет вразрез с неоднократно заявлявшейся, в том числе на самом высоком уровне, официальной позицией руководства Республики Македония в пользу развития конструктивных и взаимовыгодных отношений с Россией. Истакнуваме дека оваа избрзана и кусогледа одлука, односно избрзана и кусогледа антируската акција се коси со повеќе пати декларираните, меѓу другото и највисоко ниво официјални ставови на раководството на Македонија за развој на конструктивни и заемно корисни односи со Русија. Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности, ответственным членом международного сообщества и очень серьезно относится к своим международным и двусторонним обязательствам. Руската Федерација е постојана членка на Советот за безбедност во ООН, одговорен член на меѓународната заедница и многу одговорно се однесува кон своите меѓународни и билатерални обврски. Наша страна имеет глубокие и давние традиции в сфере дипломатии, международных отношений, и не в традициях русской дипломатии делать поспешные решения и шаги. Нашата земја има многу длабоки и стари традиции во дипломатијата. И немаме традиции да се брзаме во одлуките и во нашите чекори. В международной практике высылка дипломата является очень серьезным и недружественным шагом. Во дипломатската пракса претурувањето на дипломат представува многу сериозен и непријателски чекор. И мы, разумеется, в свое время дадим адекватный ответ на этот шаг. Но этот шаг с нашей стороны должен быть тщательно и всесторонне продуман. И во свое време ние ќе вратиме со наш одговор, ќе
ќе дадеме наш одговор, но овој одговор ќе биде адекватен, но ќе биде многу добро промислен и промислен од сите страни.